Для нас она была щитом, зеленым светом светофора. И вдруг осиротел наш дом, и солнце выцвело от горя. Эти строки крымская поэтесса посвятила Саиде Арифовой. Подвиг этой женщины помнят не только в Крыму. Обычная воспитатель детского сада из Бахчисарая стала героем для целого народа. В годы Великой Отечественной войны она спасла жизни 80 детей. О подвиге отважной женщины сейчас даже снимают документальный фильм. Проект действует, собираем материал, ищем, материал есть. Фильмы постараемся закончить. Но я думаю, что пока мы его закончим, мы еще что-нибудь найдем интересное. Для многих поступок этой хрупкой женщины, матери, стал примером мужества и героизма. Она прятала детей у себя дома, подделывала документы и давала ложные сведения нацистам. Все, чтобы спасти детей разных национальностей от расправы. Фашисты часто использовали их в качестве живого щита. У мусульман говорят, ребенок пахнет раем. И несмотря на национальность, она спасала детей, потому что это будущее одного, другого народа. И эта история, конечно, трогает. Эта история заинтересовала и жительницу Бахчисарая. Чтобы узнать больше о подвиге Саиды Арифовой, Елена Райгородская приложила немало усилий. Она по крупицам собирала информацию, общалась с местными жителями, пыталась найти родных и тех, чью жизнь она спасла. Пошла в народ, спрашивала людей, знают или что-то, в основном крымских татар. Опросила потом уже специально около 500 человек. Что-то слышали об этом 5 человек. Я поняла, что надо что-то делать, потому что такие истории о таких людях не должны исчезать в забвении. В 1932 году Саида Ханум основала детский сад. Сейчас он носит название «Вишенка». Организаторы проекта работают над тем, чтобы детскому саду присвоили имя Саиды Арифовой. Ферида Якубова, Мухаммед Нестуров, телеканал Милет.